Наш эфир продолжает брифинг пункта отбора на военную службу по контракту. Узнаем свежую информацию. Пункт отбора на военную службу по контракту третьего разряда город Якутск продолжает отбор желающих для заключения контракта о прохождении военной службы в вооруженных силах. Поток граждан, желающих заключить контракт с Министерством обороны, не прекращается. Будущие военнослужащие приходят к нам, руководствуясь велением совести и всегда готовы проявить свое мужество и отвагу. Для поступления на военную службу по контракту необходимо пройти всего 5 шагов. Сдать документы в пункт отбора, пройти профессиональный и психологический отбор, пройти медицинскую комиссию, подписать контракт о прохождении военной службы и получить предписание для убытия к месту военной службы. С заявлением можно обратиться по адресам в городе Якутске: Чапалова, 23, город Нерингры, улица Чуропчинская, дом 33, корпус 3, в городе Мирном, улица 40 лет октября, 26. По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам 32 10 40 и 924 166 13 93. О самых заметных событиях вторника вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. И вооружение в республиканской больнице номер 2 обновляют оборудование, какие отделения первыми получили технику. Якутские фермеры собирают первые урожаи. Расскажем об ассортименте и ценах на местную сельхозпродукцию. Первая школа Ленска начала подготовку к учебе. Первоклассники знакомятся с учебным заведением и его правилами. А представители Нерюнгринского района приняли участие в слете волонтеров. Пройдя все этапы дальневосточных учений, они отправились в Калининградскую область. Для масс-рестлинга нет границ. В канадском городе Калгари завершился международный турнир по перетягиванию палки. Как развивается якутское единоборство в Северной Америке. Сбербанк повысил ставки по жилищным кредитам. Теперь минимальная ставка для покупки квартиры на вторичном рынке составит 20%. Связано это с решением Банка России 26 июля повысить ключевую ставку до 18% годовых. Таким образом, минимальный размер процентной ставки в Сбере на вторичном рынке составит 20%. Отметим, что по заявкам, принятым до 6 августа включительно, будут действовать прежние условия кредитования. На территории Якутии действуют около 40 лесных пожаров. Пожароопасная обстановка остается сложной в Горном, Мирнинском и Верхневилюйском районах. Тушат огонь более 1000 специалистов. В Горном Улусе продолжает работу вертолет «Робинсон», что позволяет летчику-наблюдателю правильно оценивать уровень угрозы. В целом активное участие в борьбе с огнем принимает авиаразведка. В ближайшие дни существенных осадков и снижения температуры в Якутии не ожидают, поэтому сохраняются погодные условия, способствующие возникновению и распространению лесных пожаров. По мере освобождения сейчас работников ПДПС Алекминского района, это порядка 50 человек, мы планируем к концу недели переместить в Вилюйскую группу, чтобы закрыть тему по тем пожарам, которые могут угрожать объектам экономики. Дополнительно мы сделали заявки, это в Амурскую область и в Хабаровск. Порядка 55 человек. И этих работников мы планируем привести в ближайшее время. К концу недели они уже должны быть здесь. Авиация. Вопрос стоял о доставке наземным путем или авиации. Наземным путем это займет больше недели. Авиации мы доставим в течение суток. И у нас еще, наверное, сутки уйдут на доставку с Якутска до Верхневилюйска, Вилюйска. Близится начало отопительного сезона. Так, пуск тепла начнется традиционно с арктических районов. Старт примет Алаяховский улус. На сегодняшний день готовность объектов 83%. На особом контроле взаимодействие с Ленским управлением Ростехнадзора. Так, из 45 муниципальных образований 35 не предоставили информацию о готовности к предстоящему отопительному сезону. По линии регионального ЖКХ исполнение ремонтной программы 64%. Также предстоит проверка в Верхоянском и Алекминском районах. Есть замечания со стороны Ростехнадзора, надзорных органов по выполнению, скажем, традиционных и стандартных дел, которых сегодня, к сожалению, на местах власти допускают. Но я надеюсь, с этой работой мы справимся, но и коллеги на местах догонят. И, как говорится, мы обязательно подготовим. А в Минтрансе предложили расширить категорию детей, имеющих право на льготный проезд в поездах.
Так, дети до 5 лет, не занимающие отдельное место в поезде, путешествуют бесплатно. Для детей до 10 лет действует специальный тариф минус 35% от взрослого. Льгота для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно доступна только для учащихся очной формы обучения в школах в период с сентября по май. При этом для поездки в поезде детям необходимо постоянно предъявлять справку из школы. Движение транспорта ограничат по улице Сергелякское шоссе в Якутске завтра, 7 августа. Ограничения введут с улицы Сергелякское шоссе 10 километра 85/1 до улицы Кустук 2А на период с 12 ночи до 6 часов утра следующего дня. По программе перевооружения в республиканской больнице номер 2 Центре экстренной медпомощи идет обновление оборудования. На первом этапе закуплена техника для нужд операционного блока, анестезиологов и реанимации. Что закуплено и в каком количестве, расскажет Вероника Таюрская. В 2022 году в республиканской больнице номер 2 Центре экстренной медицинской помощи был проведен анализ на соответствие стандартов оснащения порядков оказания медицинской помощи, который указал на необходимость модернизации медицинского оборудования. В 2023 году при поддержке главы Якутии и Министерства здравоохранения была разработана программа по обновлению техники, первая партия которой поступила весной 2024 года. На сегодняшний день база больницы пополнилась сверхтехнологичными аппаратами в количестве 38 штук на общую сумму в 243 миллиона рублей. В первую очередь у нас вошли оперзалы и анестезиологическое оборудование, то есть то, где мы непосредственно работаем, без чего мы не можем существовать. В том числе это оборудование нейрохирургического профиля. Вот вы видели, наверное, да, там помимо у нас микроскоп нейрохирургический, он, по-моему, единственный такого класса на Дальнем Востоке вот он находится у нас. Это стойка нейрохирургической визуализации, эндоскопическая стойка для нейрохирургов. Помимо прочего, это различное эндоскопическое оборудование для других отделений. Ежегодно в республиканскую больницу номер 2 Центр экстренной медицинской помощи госпитализируется около 15 тысяч пациентов с жизнеугрожающим состоянием. Экстренно выполняется свыше 11 тысяч операций. В реанимационное отделение поступает более 5 тысяч человек. Закупленное в рамках программы переоснащения оборудование позволяет проводить нейрохирургические операции за 1,5 часа и сокращает время восстановления. Навигационная система она состоит из высокотехнологичного оборудования, которое совмещается с специализированным инструментарием, который позволяет нейрохирургу спланировать перед операцией, во время операции и интраоперационно вести именно интероперационный контроль самой операции. Так как имеется изображение МРТ-КТ трехмерное, это позволяет нейрохирургу во время операции ориентироваться в расположении глубинном опухолей, так и в послеоперационном этапе объема удаления самой опухоли. Оборудование, поступившее весной, стало первым этапом программы по модернизации республиканской больницы номер 2. Закупленная техника позволила улучшить качество медицинской помощи и сократить время проведения сложных нейрохирургических операций. Вероника Таюрская, Нюргун Старостин, Якутск. Первая школа города Ленска начала подготовку к учебе. Первоклассники знакомятся с учебным заведением и его правилами, а также узнают поближе своих одноклассников. Для ребят педагоги уже сегодня ведут первые уроки. Дети проявляют неподдельный интерес, рассказывает Светлана Балиева. Утро для будущих первоклассников начинается с зарядки. После следуют уроки. Первая – математика. У доски учитель начальных классов Альбина Ермакова. Удивительно, на уроке тишина. Ребята хоть и будущие первоклассники, но уже твердо знают, что разговаривать и отвлекаться во время учебного процесса нельзя. Пока каждый урок проходит больше в игровой форме, но все же знания каждого видны сразу. Сегодня будущие первоклассники считали до 10 и обратно, по клеткам рисовали рисунок. Здесь сложность состояла в том, чтобы быстро сориентироваться, где лево, а где право. Я узнал, как можно нарисовать рыбку. Считали мы до 10. Я узнал, как можно нарисовать круг
и еще как нарисовать рыбу. Каждый урок длится 30 минут. Их в день у будущих первоклассников 3. Математика, письмо, обучение грамоте и окружающий мир. Ежедневно они чередуются. А в свободное время дети могут продемонстрировать свои творческие способности. Детки показывают свои способности творческие по ИЗО, затем технологии. Ну, вообще мы помогаем родителям, конечно же, подготовить детей. Помогаем также показать родителям готовность, где-то дать рекомендации. Ну, в общем, детки показывают свои умения, навыки, то, что они приобрели в детском саду. Сегодня будущие первоклассники уже знакомы со школой. Ребятам благодаря данной площадке будет проще, чем остальным, адаптироваться и войти в учебный процесс. Познакомились они и с одноклассниками. Каждому классу уже показали места в столовой. К слову говоря, сегодня для детей организовано трехразовое питание. Группу подготовки к школе посещает 25 человек. Будущие первоклассники познакомятся со школой, познакомятся с правилами, познакомиться даже со зданием, научиться кушать вместе и перезнакомиться со своими будущими одноклассниками. Площадка работает на протяжении уже многих лет. Это хорошо сложившаяся традиция первой школы. Дети довольны, а это самое главное. В этом году в первый класс первой школы пойдет 50 детей. Набор на данный момент уже закрыт. Светлана Болеева, Алексей Семенов, Ленск. Завершаются сроки подачи документов в Дальневосточный федеральный университет на магистратуру. С каждым годом растет внимание в сторону этого вуза. Подробности в материале Лианы Михайловой. В Дальневосточном федеральном университете открыт набор на 120 программ магистратуры, на которые могут претендовать более 1600 абитуриентов на бюджетной основе. В этом году ДУФУ расширяет свои возможности и открывает 3 новых направления подготовки. Прием заявлений на бюджетные места продлятся до 10 августа, а результаты будут опубликованы уже 21 августа. По всем интересующим вопросам консультируют сотрудники вуза онлайн или очно при встрече. Чаще всего будущие магистранты приходят к нам по вопросам более техническим, как лучше оформить свою видеовизитку, как лучше мотивационное письмо оформить, что писать, о чем говорить, как лучше собрать свое портфолио на то или иное направление. По поводу того, как мы обычно решаем эту проблему, чаще всего мы предлагаем абитуриентам познакомиться со стендами школ того или иного направления, то есть чаще всего это, возможно, политехнический институт, какие-то более инженерные направления. Университет предлагает гибкий график обучения для магистрантов, что позволяет совмещать учебу с профессиональной деятельностью. Председатель приемной комиссии отмечает, что диплом магистра открывает перед студентами широкие возможности для трудоустройства в компаниях-партнерах ДУФУ. Наибольшим спросом среди магистров пользуются направления, связанные с IT и инженерией. Поступление в магистратуру – это такое логичное продолжение своего профессионального пути, своего образования, которое было получено на бакалавриате, либо по той же специальности, либо по другой. Магистратура дает возможность сменить кардинальную специализацию, и это очень удобный шаг, на мой взгляд, для ребят, которые там уже поучились какое-то время и понимают точно, в какой дальше траектории они хотят развиваться. А здесь они получают стипендию, здесь они занимаются разной неучебной активной деятельностью, и, собственно, могут еще и работать, совмещать учебу с работой, потому что, как правило, это уже взрослые ребята, которые уже определились со своей профессиональной траекторией. Для студентов создана комфортная и современная среда обучения, развитая инфраструктура кампуса, интернациональная атмосфера и высокое качество образования мотивируют учащихся на достижение новых высот. Лиана Михайлова, Владивосток. Якутские фермеры собирают первые урожаи. В этом году на прилавках столичных рынков и ярмарок появились традиционные картошка, капуста, лук и уже полюбившиеся многим якутские арбузы, дыни и кукуруза. Мои коллеги отправились на одну из ярмарок, чтобы узнать об ассортименте и ценах на местную сельхозпродукцию. В августе привозные овощи на якутских рынках начинают соседствовать с продукцией местных производителей. Молодой картофель, лук, перец, а также первые арбузы, дыни и кукуруза и даже клубника уже добрались до прилавков. Помидоры у нас 300 рублей килограмм. Картошка 200 рублей килограмм. Огурцы 150 рублей килограмм. Дыни 250 рублей. Арбузы сейчас продаются уже, покраснели. Выборку делаем, выносим 150 рублей килограмм. Свекла
150 рублей килограмм. Собственно говоря, за всем приезжают, все берут, все берут. Очень хорошо берут клубнику, потому что она местная, видно, не мятая. Вот видите, какая красивая. В будние дни основная торговля начинается после обеда. Многие горожане едут на ярмарку после работы. Якутяне специально выбирают ярмарку, чтобы купить именно местные овощи. Сегодня купил помидоры зеленые. Удобно, их поставил, и потихоньку зреет, и берем, кушаем. Довольно часто приезжаем, берем капусту, морковку, в основном помидоры. Но вот местные помидоры, местная капуста, она отличается от привозной? Конечно, отличается. Чем? Вкусом. Местные вкуснее? Конечно, намного. Фермеры признают, что местные овощи дороже привозных, но и выращиваются они в суровых условиях и требуют гораздо больших вложений, чем овощи и фрукты из южных регионов. Мы топим теплицы с февраля месяца дровами, углем, покупаем воду, поливаем рассаду. Естественно, все подорожало, и у нас, естественно, овощи тоже подорожали. А в этом году лето очень прохладное. Буквально несколько дней было очень жарко и вот прохладно, как будто прям глубокая осень. Такая погода. Были даже заморозки. Продукции не очень много, это начало. Мы надеемся на осеннюю продукцию. Это как картошка, капуста. Действительно, цены на местную продукцию выше, чем на овощи из Китая и среднеазиатских республик. Но и вкус, как говорят покупатели, значительно лучше. И именно за него они и готовы платить. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. Представители Нерюнгринского района приняли участие в слете волонтеров. Пройдя все этапы дальневосточных учений, представители Центра спасения отправились на обучение в Калининградскую область. Оно проводилось при поддержке МЧС России и при участии МВД и Следственного комитета. Об особенностях обучения узнавала Екатерина Павлова. Что мы имеем? Мужчина 37 лет, одет в камуфляжную одежду, черные берцы, черный рюкзак средних размеров. Мужчину зовут Андрей. В самый западный регион России съехались почти 100 человек из тех, кто на добровольных началах участвует в поиске пропавших людей. Трехдневные учения проходили в Светлогорском лесу Калининградской области. А у нас в один день происходит и теория, и практика. На следующий день у нас, соответственно, также отработка теории и практики для того, чтобы закрепить эти знания. И опять же, очень интересный момент. Мы именно сегодня работаем по принципу отзеркаливания. То есть инструктор показывает, ребята повторяют. Инструктор показывает, ребята повторяют. Это одна из самых эффективных методик преподавания. Ну и, соответственно, на третий день, когда они выйдут уже на поиск, там мы непосредственно будем экзаменовать этих ребят. Условных потерявшихся людей искали даже ночью. Поиски не прекращались ни на минуту. Всего искать заблудившихся в лесу добровольцы выходили за 2 суток 5 раз и даже эвакуировали пострадавшего с помощью вертолета. Акцент в учениях сделан на взаимодействии с МЧС, МВД и Следственным комитетом. Мы не просто бродили по лесу, мы взаимодействовали. И это было очень хорошо, потому что когда работают сами по себе, сложно что-то договориться. Можно один участок проходить 50 раз и ничего не найти. Да? А можно просто распределить задачи. Даже техника, допустим, МЧС и структура, они оснащены больше, чем мы. У нас больше знания, навыки и желания, да? А у них все-таки ресурсная база гораздо больше и гораздо мощнее. То есть у нас были задействованы и квадроциклы, и техника, спецтехника, вертолеты. Волонтеры Национального центра подробно изучили особенности работы в лесной местности с применением знаний по картографии и использованием специальных радиоустройств и методов оказания первой помощи пострадавшим. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Якутии из роддома выписали первую в этом году тройню. Молодые родители Анастасия и Владислав Степановы впервые стали мамой и папой. В семье появились сразу 3 дочери. По словам врачей, малышки чувствуют себя хорошо. За выпиской тройняшек наблюдала наша съемочная группа.
и, конечно, Лея, Мила и Юна родились 2 мая, подарив счастье и радость своим молодым родителям. Во время беременности Анастасия чувствовала себя нормально, но из-за повышенного давления родоразрешение экстренно провели на 28-й неделе. И вес девочек был около килограмма у каждой. Самая маленькая весила 740 граммов. О тройне мы, конечно же, узнали на УЗИ, были немножко удивлены, да, вот. Ну, нам сперва, было не сразу понятно, потому что было 2 плодных яйца, а не 3, поэтому подумали сперва, что двойня, а потом уже выяснилось, что тройня. Очень радостно. Сначала не верил, как Настя рассказала. Выписались малышки в возрасте 3 месяцев и 3 дней с весом уже более 3 килограммов. Вначале они у нас находились в отделении реанимации, как все недоношенные дети. Они находились на поддерживающей респираторной терапии. Потом постепенно они перешли в отделение патологии новорожденных. Первая пришла у нас 3-я девочка Юна, в возрасте 2 недель в отделении патологии к маме уже. И потом 1,5 месяца у нас выхаживалась в отделении реанимации 2-я девочка Мила, которая родилась с очень маленьким весом, с экстремально низким весом. Малыши сейчас выросли, они сейчас догнали своих сверстников. Выписываются они в свой постконцептуальный возраст и с хорошим весом. Молодые родители не только впервые стали мамой и папой, но и получили статус многодетной семьи. Им вручили единовременную выплату при рождении 1-го ребенка. Целевой капитал «Дети столетия» на 3 детей. Региональный материнский капитал на 2-го ребенка и республиканский материнский капитал «Семья». А также сертификат на единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий при рождении тройни. Дарья Короленкова, Семен Семенов, Якутск. Для масс-рестлинга нет границ. В канадском городе Калгари завершился международный турнир по перетягиванию палки. В нем приняли участие атлеты из 7 стран. Как развивается якутское единоборство в Северной Америке и какие перспективы у юных спортсменов, узнаем из материала наших коллег. Традиционный ковбойский фестиваль в Калгари в этом году действительно удивил зрителей. Рядом с привычными индейцами и бравыми пастухами в шляпах пришедшие увидели якутские обряды. Так, с якутского Алгыса начался турнир по масс-рестлингу в Канаде. В нем приняли участие спортсмены из 7 стран в 4 мужских и 3 женских весовых категориях. Победители получили оригинальные ковбойские шляпы, якутские ножи, часы с логотипом Международной федерации масс-рестлинга и ювелирные серебряные украшения. Я начала заниматься масс-рестлингом только в этом году, несколько месяцев назад. Кажется, в феврале. Рекомендую всем попробовать, 100%. Это хорошо для вашей уверенности в себе, для силы, для того, чтобы идти и сиять. Канадский турнир привлек большое внимание как случайных зрителей фестиваля, так и профессионалов. В этой стране перетягиванием палки начали заниматься не так давно, но местная ассоциация постоянно растет и активно развивается. Масс-рестлинг прошел долгий путь в Канаде за последние годы. У нас появилось гораздо больше серьезных атлетов. Мы показываем хорошие результаты на международной арене и активно развиваем этот вид спорта среди школьников. В следующем году мы собираемся представить масс-рестлинг на национальной конференции спортивных дисциплин в каждой школе Канады. Это очень волнительно. Амбициозные планы по развитию масс-рестлинга среди подрастающего поколения и у Международной федерации. С этого года, с сентября, у нас стартует проект сотрудничества между школой в городе Калгари и Чурапчинским институтом физкультуры и спорта. Будет набрана группа экспериментальная количеством 60 человек, и в течение года они будут обучаться дистанционно масс-рестлингу, получать теоретические знания и помощь в тренировочном процессе. И в конце года у нас будет уже практическая часть. Проведем матчевую встречу канадских школьников и якутских школьников северных улусов. В планах развивать масс-рестлинг среди школьников по всей Арктике, в разных странах. Это точно еще на один шаг приблизит якутское единоборство к статусу олимпийского вида спорта. Максим Кардозу, Айсена Бурнашова, Виктор Ольсов. Москва, Калгари.
Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и оставайтесь на нашем канале.